Доброго времени суток! Мы продолжаем рубрику «Диалог Live Art Музей». И сегодня в нашем музее в гостях директор Приморской государственной картинной галереи Алена Алексеевна Доценко. Здравствуйте! Добрый день! Алена Алексеевна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в свою профессию? Ну, я вообще, наверное, с детства вообще любила рисовать. Наверное, вот это первое, что меня подтолкнуло вообще к искусству. Очень любила рисовать, и даже, помню, еще в маленьком возрасте очень уговаривала маму, чтобы она меня отправила в художественную школу. И она даже пошла со мной, но я была еще мала по возрасту, не подходила, не отказали, я помню, очень расстроилась. Но потом уже в шестом-седьмом классе, когда происходит набор в художественную школу, я с удовольствием туда пошла. После художественной школы я тоже немножко была в растерянности, не знала, что я хочу. Ну вот бывает, я очень завидую тем, кто, знаете, сразу определяется к окончанию школы, там, я хочу быть врачом или учителем. Вот, к сожалению, у меня как-то такого не было, но при этом, наверное, вот страсть к искусству возобладала, и я все-таки в последний день, уже практически в день начала экзаменов, принесла документы в художественное училище. Мои работы посмотрели, хотя уже прием документов был окончен, и я, как сейчас помню, очень благодарна моим учителям, что они сказали: давай иди на экзамен, мы тебя берем. И я пошла сразу на экзамен, вот, собственно, сдала, прошла все баллы и так поступила в Владивостокское художественное училище, где училась 4 года на отделении художник-дизайнер. Вот. Ну и у нас, в общем-то, в художественном училище, как, наверное, во всех вузах, училищах, есть дисциплина «История искусств», безусловно, которая, она у нас была и в художественной школе, естественно, в варианте более сокращенном, понятном для школьного возраста. В художественном училище это был более расширенный вариант, вот, и вела у нас замечательный педагог Ольга Петровна Сидорова, сама искусствовед, закончила Санкт-Петербургский государственный институт живописи имени Репина. Как потом я узнала, какой-то период работала в Приморской картинной галерее. И как-то вот мне так понравилось искусствоведение с ее лекции, знаете, что я загорелась и, в общем, для себя определилась, что я хочу этим заниматься. И после окончания художественного училища я поступила на отделение искусствоведения Санкт-Петербургского государственного института искусств имени Репина. Вот, где училась, вот, закончила с красным дипломом. Вот, очень благодарна всем педагогам, которые мне посчастливились, меня научили. Ну и училась я заочно, потому что после окончания художественного училища я пришла работать в галерею. И вот сегодня мой зам по науке Наталья Андреевна Левданская в то время была директором галереи. Я пришла, в общем, ей рекомендовали меня как хорошую старательную девочку. Она говорит: нам такие нужны, и она меня приняла на работу. Я пришла, естественно, младшим научным сотрудником в отдел, научно-просветительский отдел. То есть я думаю, что путь многих музейщиков начинался с этой должности. Вот. И занималась, конечно, экскурсиями, лекциями, параллельно курировала выставки. И случилось это все в 1996 году. Ну и, собственно, параллельно училась также. Вот. И это очень помогало, потому что когда ты уже в профессии и учишься, для меня было очень много понятным. И то, что, например, другим ребятам, которые учились со мной на заочном отделении, было как-то непонятно или они были далеки. А ты был в этом процессе непосредственно в музейной среде, среди коллег, которые всегда помогали, не отказывали, советовали. И, собственно, вот так прошли годы обучения. Потом мне стало очень интересно заниматься коллекцией, вот, и я попросилась в отдел хранения. Меня перевели в отдел хранения, потому что мне больше нравилось работать с предметами, с их историей. Вот. Естественно, что отдел хранения – это более такая серьезная работа, связанная с документами. И в 2004 году меня назначили главным хранителем. Потому что наш главный хранитель Нина Михайловна Ковалевич прекрасный специалист, но ей было уже тяжело на возрасте, и посчитали, что, в общем-то, нужно новые кадры ставить, обучать под присмотром более старших коллег. И я стала главным хранителем. В общем-то, время было непростое для музея, потому что в 2004 году мы зашли в большой ремонт, который попала галерея, и он, нельзя сказать, что был благополучным,
потому что были различные проблемы и с финансами, и, собственно, мы в этом ремонте застряли на 10 лет. Вот. Не из-за того, что это была там какая-то длительная реставрация, а из-за того, что просто вот проблемы финансового плана, управленческие какие-то проблемы. И вот я в 10 лет была хранителем коллекции в этих экстремальных, я считаю, условиях, потому что моя задача была сохранить коллекцию, а наша галерея находится в здании тоже историческом, это здание бывшего Русско-Азиатского банка. И я помню, как вот если вы у нас были в гостях, помните наша прекрасная анфилада с постоянной экспозицией, вот сложно сейчас представить, что когда-то там был открытый потолок, не было вообще крыши. Вот. Были и такие вещи. А на первом этаже законсервирована была вся, так скажем, коллекция. Ну, то есть все это было очень непросто, но мы справились, мы справились. Вот, за эти 10 лет. Вот. Ну и в 2013 году я была назначена директором галереи. Мне очень приятно и тепло, что то, что я делала все эти годы, будучи не директором, в общем-то, было на благо развития галереи, и коллеги с большим теплом ко мне отнеслись и посчитали, что я могу и достойна быть директором этого учреждения. И приказом губернатора я была назначена уже на должность директора. Ну, то есть вот такой путь. Но хочу сказать, что, конечно, своей жизни без галереи я не мыслю. Потому что был непростой период, когда в 2007 году я хотела даже уйти. Ну, наверное, в жизни каждого сотрудника, в взаимоотношениях и с дирекцией бывают какие-то такие моменты. И у меня тоже такой сложный момент был. Но благодарна, что мне удалось его пережить, не уйти, потому что я живу в галерее, я очень люблю свою работу и вообще не представляю вообще себя в какой-либо другой профессии. Алена Алексеевна, сегодня вы успешный руководитель музея, и все мы знаем, что организатором являетесь больших, очень интересных выставочных проектов, масштабных мероприятий. Вот какое для вас наиболее важное событие в музейной жизни было организовано вами, которое повлияло, возможно, на ход музейной жизни? Ну, вообще, вот такие большие выставочные проекты, мы очень гордимся ими. Началась эта история у нас с 2000, я бы сказала, 13-14 года. То есть, когда я стала директором, не то, что я приписываю заслугу себе, но надо признаться, что ранее таких больших выставочных проектов не было. Были какие-то точечные проекты, когда к юбилею галереи, по-моему, к 30-летию приезжало около 15 картин из Третьяковской галереи, но так, чтобы ежегодно музей радовал большими выставочными проектами из Русского музея, из Эрмитажа, Третьяковской галереи, из других коллекций, такой возможности не было. Понятно, что были и другие возможности, финансы, но сейчас тоже, собственно, тот, кто работает в музее, понимает, что все это не сладко и достается очень сложно. Вот. Но мы в 2013 году, когда я стала директором, после, во-первых, такого длительного периода закрытия музея, да, после того, как зритель вообще отвык, что в городе есть прекрасная галерея с уникальными произведениями, которыми по праву можно гордиться, и это шедевр действительно мирового уровня, нам пришлось придумывать, как-то возрождать интерес к музею, чтобы галерею опять узнали, открыли для себя. И, скажу, было очень тяжело, и мы стали, первый наш даже выставочный проект был, это выставка одного шедевра. И мы привезли тогда замечательную «Святое семейство» из музея Нижнего Тагила, которое приписывается кисти Рафаэля. Но привезли мы, тоже нужны были деньги, у нас, конечно, на тот момент не было такого своего бюджета, возможностей. Мы обратились к спонсорам, им стал банк Интеза. И как-то, знаете, так посчастливилось, что совпали различные события. У нас в это время в Владивостоке гостил председатель совета директоров банка Интеза Антонио Фаллика, который очень любит русское искусство, вот, прекрасно говорит на русском языке. И он захотел посетить галерею. И во время посещения мы стали общаться, и он говорит: а что бы вы хотели, чтобы вот мы поддержали? И у меня, конечно, сразу возник вопрос, потому что, не вопрос, а идея о том, чтобы поддержать как раз выставку шедевра Рафаэля Санти. И я знаю, что, конечно, итальянские коллеги всегда с большим удовольствием идут на поддержку таких проектов, потому что они рассказывают об итальянском искусстве, которым они по праву гордятся. И он дал согласие. Я помню, как зрители не верили, что это случилось в Владивостоке.
приходили часами, смотрели. Но вот это первая ласточка, и потом, в общем, мы как-то так в своих силах уверились, знаете, и поняли, что почему нет, нужно делать именно амбициозные проекты, нужно мечтать именно амбициозно, понимаете, потому что эти мечты, они будут воплощены так, как делаются с добрым помыслом и, в общем-то, благое такое дело. Но хочу поделиться тем, что амбициозный, наверное, самый проект, это, конечно, я до сих пор пребываю под впечатлением, это проект с галереями Уффици. Потому что эта идея, конечно, которая вообще казалась фантастической. Состоялся этот проект у нас в 2019 году. Вот. Но если бы мне, например, сказали, что у вас будет выставка, да, из галереи Уффици, сказал, слушайте, ну, конечно, это прекрасно мечтать, но я же понимаю, что это нереально. Где Уффици, где мы? Но вот тоже судьбоносная встреча на Санкт-Петербургском международном музейном форуме, где мы встретились с итальянскими коллегами, познакомились через моего коллегу. Ну вот как-то мир такой искусства, он притягательный, притягивает разных людей с инициативами, с желанием что-то творить. Мы познакомились с коллегами, они сказали, что они являются организаторами выставок итальянского искусства, и что они делают выставки в Эрмитаже, в музее Пушкина, с Третьяковской галереей сотрудничают. И вообще агентство Монде Мостро, оно делает выставки по всему миру. Но им хотелось бы не ограничиваться только музеями столичными. На что, конечно, я говорила, нет, ну нам, конечно, было бы здорово сделать выставку, пригласила их в гости. Коллеги приехали, посмотрели нашу площадку, музей, и сказали, что они готовы подготовить предложение на одно произведение. Вот. И я помню, как сейчас наша, мы планерки, естественно, проводим, как все, у всех коллег. И я помню, как мы сидели с коллегами и рассматривали предложения. В этом было что-то фантастическое, потому что коллеги итальянские прислали, вот, есть Боттичелли, есть Караваджо, есть Беллини. То есть они нам сделали предложение, уже конкретно переговорив с музеями, кто что может дать. А нам только оставалось выбрать, что бы мы хотели. Ну и, конечно, мы все сказали, что это должен быть Боттичелли и Уффици. Это полнейшее попадание, потому что и имя Боттичелли знаковое для мирового искусства, и, конечно, галерея Уффици. Наверное, сложно найти, кто бы не знал этот музей. И вот так вот при поддержке Сбербанка России этот проект состоялся, и это был, конечно, для нас такой, шок, с одной стороны, с другой стороны, огромное достижение. Мы очень гордимся этим проектом, и я очень рада, что у нас в гостях был директор галереи Уффици. Но это тоже какой-то вызов, наверное, для Уффици, для Италии, показывать свое искусство, конечно, общепризнанную классику, да, показывать во Владивостоке. Показывать как бы Тихоокеанскому такому региону, абсолютно другому региону. Конечно, конечно. И они вправе гордиться своим искусством. И я представляю, что жители Владивостока получили вот такой чудесный подарок. Вообще музейная жизнь, она, конечно, связана и с такими победами, радостными событиями. Ну и также, конечно, у всех музеев есть проблемы. Пожалуйста, вот как руководитель, опытный руководитель музеев, расскажите, ведь у нас общие у всех проблемы есть. Конечно, естественно, то, что видит зритель, когда он приходит на выставки, это только одна из граней нашего, так сказать, алмаза, да, музейного, потому что выставка, произведение, все это прекрасно, те программы, которые мы проводим, образовательные. Но все это готовить, да, для того, чтобы музей жил еще более такой широкой, полноценной жизнью, конечно, возникает ряд проблем, которые необходимо и нужно решать. И мне кажется, одна из таких главных проблем, наверное, большинства музеев нашей страны, это, конечно, экспозиционные площади, да, которых очень всем не хватает. Потому что если посмотреть, какое количество музейных предметов мы храним, то из них выставляется очень-очень маленькая часть. Вот. Это, конечно, и вопросы, связанные с подготовкой кадров высококвалифицированных, потому что я знаю, что вот в нашем Дальневосточном округе очень нехватка реставраторов. Да? Ну, если вот у музея есть реставратор по живописи, это счастье, но мы же понимаем, что мы с вами храним экспонаты и других материалов, да? Это и графика, и прикладное искусство, и металл, в общем,
И, конечно, желательно, чтобы тоже были специалисты, которые могли бы работать с такими предметами. Вот. Поэтому вот эти вот вопросы, фондохранилища тоже всегда такой вопрос, которым озадачен руководитель, потому что к нему приходит хранитель и говорит: ну все, мы скоро мы трещим по швам, нам некуда ставить произведения. Но при этом это не значит, что мы не должны приобретать произведения или отказывать в дарах, которые нам предлагают, потому что одна из главных наших миссий, да, это срез вот того современного искусства регионов, в данном случае вашего, там, нашего Приморского, да, потому что благодаря нам это все останется в истории. Потому что именно государственный статус музея дает возможности коллекции пребывать в большом, вне времени, так скажем. Потому что любые частные коллекции, там, галерейные или просто частных коллекционеров, мы же понимаем, что они в любой момент могут распасться, как бы человек не был этим увлечен. Потому что тот, кто будет дальше владеть этой коллекцией, не обязательно будет продолжать путь своего предшественника. А государственные коллекции – это как раз то, что останется вне времени. Вот. И поэтому все эти проблемы, конечно, есть у музеев. Вот, и с ними мы хотим справиться, и нам очень хочется тоже, я думаю, и вам, и нам, чтобы, конечно, было как можно больше возможностей для развития у музея. То есть это пространство, где должны быть отдельные лекционные залы, да, где должны быть большие пространства для работы с посетителями. То есть все это очень важно. И, конечно, есть такие музейные комплексы, и я очень рада, когда там у коллег из столичных музеев вырастают такие здания, но вот хотелось бы, чтобы у нас в регионах тоже местные музеи наши, да, они тоже как бы вырастали вот такими прекрасными, современными, новыми музейными зданиями, когда тебе не надо заботиться, а какой тут климат, как себя чувствует произведение, да, который должен уже быть в этом здании. А твоя работа только уже представлять коллекцию, обеспечить ее доступ, популяризировать, чтобы у зрителя была возможность прикоснуться к прекрасному. Поэтому вот эти проблемы наши, я думаю, общие, и мы должны их вместе решать. Тоже с нашим и руководством, и совместно в нашей музейной сфере обсуждать это. Абсолютно согласна с вами. У вас замечательная коллекция и русского искусства, и западноевропейского искусства. Вот. На ваш взгляд, какой особо ценный или близкий лично вам, вашей душе, экспонат из коллекции Приморской государственной картинной галереи? Ну, наверное, как любой музейщик, я всех люблю, да, как говорится, всех своих детей, всю нашу прекрасную коллекцию, потому что действительно много замечательных произведений, имен, но я очень горжусь нашим периодом, представляющим российский авангард, да. То есть это период конца 19-го, начала 20-го столетия, и действительно у нас в коллекции уникальные произведения, я не побоюсь слова шедевры мирового значения, потому что эти вещи объехали полмира, их знает практически во многих, ну, профессиональное сообщество. Это и замечательный Василий Кандинский импровизация, это и замечательный Марк Шагал, портрет брата Давида с мандолиной, конструктивное построение Поповой Любови, да. Ну и, в общем-то, Лентулов у нас представлен прекрасный, Фальк, Кончаловский, Куприн. То есть наш вот период отечественного авангарда, конец 19-го, начало 20 века в нашей коллекции, это действительно наша гордость. И мы очень гордимся этими произведениями. И вот буквально сейчас еще вот наш Кандинский, например, участвует в большой выставке русского авангарда в Корее. И в Южной Корее скоро вернется из своего путешествия. Многие работы по нескольку лет даже путешествовали. Тоже вот Кандинский 1,5 года был, путешествовал по Латинской Америке, потом в Петербурге, уже вернулся домой. Это, конечно, большой повод для гордости. И еще когда, знаете, вот на выставку приезжаешь куда-нибудь, там, вот раньше было очень много проектов, там в Италии делали выставки с русским музеем, и итальянцы подходят, смотрят Кандинский, и, конечно, всегда интересно, откуда работают, считают Приморская картина «Владивосток». У них это вызывает удивление. Какой такой Владивосток? Где это? Как попало И во там, Владивосток да, произведение Кандинского? И там находится Кандинский. Удивительно, потому что у них, ну, как бы, что все это, скорее всего, Петербург, Москва, то есть два таких столичных центра. Но на самом деле у нас, конечно, в России масса великолепных шедевров региональных музеев. Алена, вы вчера еще раз посетили нашу экспозицию в музее, посмотрели русское искусство, искусство Якутии. И вот у нас традиционный вопрос в рубрике «Диалоги Live Art Музей»,
Какое произведение произвело на вас наибольшее впечатление из экспозиции Национального художественного музея? Ну, во-первых, я хочу сказать, я очень рада, что у вас есть возможность представлять искусство Якутии. Это очень важно. Потому что когда ты приезжаешь в другой регион, да, идешь в художественный музей, понятно, что у нас у всех есть точечные небольшие экспозиции русского там, или западноевропейского искусства. Вот. Но всегда очень хочется увидеть именно срез местного искусства, его развития, да? Вот как оно развивалось, какие художники здесь работали, какие темы здесь интересуют художников. И поэтому я с восхищением, и когда первый раз была в Якутии, любовалась вашей экспозицией якутского искусства, и вчера еще раз прошла, посмотрела, потому что я помню, в первый мой приезд меня поразила работа Ивана Попова «Шаман». Она на меня произвела неизгладимое впечатление. Вот. И я очень так несколько дней ходила под впечатлением этого произведения, настолько оно очень сильное, такое психологичное, знаете, и вот как бы захватывает тебя. Вот. Но замечательно то, что в экспозиции представлены вообще вот художники, как вот развивалось искусство Якутии, да, представлены разные виды, и живопись, и графика, и скульптура, и прикладное искусство. И вот эти вот, как тема народного эпоса возрождалась в якутском искусстве, да, перемешиваясь с темами, ну, как бы быта, там, освоения севера. Ну, это очень интересно, и в этом, конечно, именно своя уникальность якутских художников, которые вот по-своему переживают, и вот особенно современное искусство, когда идут национальные традиции, да, современный взгляд, получается очень интересные произведения, поэтому мне очень нравятся якутские художники. Вот. И вторая работа, которая, ну, наверное, является визитной карточкой вашего музея, это замечательная работа в ауре космоса. Вот. Афанасия Осипова, потрясающая вещь, которая тоже просто вот как магнит притягивает твой взгляд и действительно захватывает тебя, и ты начинаешь совсем по-другому смотреть, да, потому что Якутия — это тоже большой космос. Вот. Вот нам удалось в эту поездку много поездить и пообщаться, и я для себя по-другому открыла многие вещи. К столетию ЕССР мы подготовили большой совместный выставочный проект «Фландрия, Голландия. 3 века искусства». Это первая такая ласточка наша, и мы очень надеемся, не последняя. Расскажите, пожалуйста, более подробно, что вы привезли нам, жителям Якутии. Ну, я тоже очень рада, что у нас случился первый межмузейный проект, да, потому что мы к нему шли несколько лет. И еще раз хочется сказать всем, кто будет смотреть нашу передачу, о том, что то, что кажется так легко и красиво, на самом деле требовало большой подготовки, которая была проведена вашим музеем, нашим музеем. И благодаря поддержке правительства республики, в общем-то, этот проект состоялся. Мы привезли 16 произведений из коллекции Приморской картинной галереи, из отдела западноевропейского искусства. Это произведения голландских и фламандских мастеров. И вообще эта коллекция у нас формировалась еще в далекие 1930-е годы. Произведения были переданы из Государственного Эрмитажа, из Музея изящных искусств имени Пушкина. Вот, собственно, так комплектовались многие региональные музеи. Но надо сказать, что нам повезло, потому что практически все работы имеют авторство, да, мы знаем этих художников, и их произведения представлены в коллекции и ведущих отечественных музеев, и зарубежных, их имена встречаются в каталогах мирового искусства по голландскому искусству. Вот. И, конечно, собирая эту выставку, мы хотели показать разнообразие жанров голландского искусства, потому что на самом деле, несмотря на свои маленькие размеры, Голландия в 17 столетии уникальна тем, что здесь происходит такой расцвет жанров, которым не может похвастать ни одна другая страна. Да? Вот. Это, конечно, пейзаж, это бытовая картина, это такая разновидность пейзажа, как маринистическая живопись, конечно, портрет, натюрморты, вот. И различные анималистические сцены в пейзаже, батальные сцены, какие-то домашние вот такие сцены, да, бытовой жанр, где
голландцы вот как бы с такой непринужденностью раскрывали и показывали тот быт и какие-то дела, которые происходят вот каждый день. Вот. То есть оно настолько демократично, настолько искусство Голландии как бы приятно, близко, да, что, понятно, оно заслуженно пользовалось любовью. Поэтому в России, когда Петр I впервые посетил Голландию, он и не только занимался изучением кораблестроения и, в общем-то, других интересовавших его новшеств, да, для России, но посетил и мастерские художников, потому что Петр понимал, что в России должно быть и искусство, и задачи открытия Академии художеств он вынашивал. К сожалению, они были осуществлены позже, после его смерти. Но вот здесь есть, например, работа Бакхейзена «Бушующее море», корабль идет на скалы, да? Замечательная работа голландского художника-мариниста, которого очень любил Петр I, и где-то я встречала сведения, что якобы в одно из своих путешествий он был в его мастерской, где купил несколько произведений. И вообще, благодаря Петру, собственно, в России стала собираться коллекция голландского искусства, потому что он привез большое количество вещей. В основном это были, конечно, марины, где были столь любимые Петром корабли. Вот. Ну, естественно, как всегда, за царем потянулись и вельможи, да, то есть стали покупать тоже голландское искусство. И, в общем-то, у нас сейчас в России одна из лучших коллекций голландского искусства в мире, по-моему, на третьем месте самая коллекция. Вот. И, конечно, это огромное количество произведений в Эрмитаже, но и в региональных музеях замечательные вещи есть, которые вот с нами поделился когда-то Эрмитаж. Замечательные портреты. Вот здесь мы с вами видим портрет Генри Стюарта, герцога Глостера, тоже с очень интересной историей, замечательно написанной. Вообще, надо сказать, что голландцы были такие мастера своего дела, они специализировались каждый в том или ином жанре. Вот. И, безусловно, здесь нужно было обладать таким мастерством, чтобы продавать свои картины, чтобы получать заказы. Вот. И это все видно в их работах. И просто быть каким-то мастеровым, не умеющим писать, это было бы невозможно. Ты бы не смог себя реализовать как художник в Голландии. Вот. Поэтому вот все это разнообразие, великолепие нашей коллекции мы хотели привести, показать здесь. И мне очень приятно, что вот коллеги сделали потрясающую выставку, соединил их с произведениями голландского искусства из собрания Национального художественного музея. Они очень органично дополняют друг друга, и очень интересные произведения есть, представляющие тоже и портреты, какие-то такие семейные сцены. Вот. И, в общем, выставка получилась такой полноценной, красивой, во всем великолепии, представляющей искусство Фландрии и Голландии 3 века развития. Да, и такая встреча сквозь века получается. Наверное, многие века как бы не встречались, да, вот эти малые голландцы. Ну да. И тут они встретились. Да, ваша коллекция, наша коллекция. Я хочу сказать, что вещи, они ведь по-разному смотрятся, да. Вот у нас в коллекции они по-другому играют. В вашем пространстве они совсем по-иному звучат, причем в соседстве с вашими произведениями. Вот. Это всегда очень интересно и, конечно, вот обогащает. Обогащает, и выставками, ну, как бы надо делиться. Эти вещи должны работать. Они не должны быть только висеть в одном музее и быть недоступными. Они должны работать, они должны путешествовать, естественно, с соблюдением всех норм безопасности, что мы с вами и делаем. Но при этом они должны дарить радость. И я думаю, что здесь вот на выставке многие для себя откроют, насколько было великолепно и велико вообще значение голландского искусства в истории мирового становления, потому что многому научились от голландцев, безусловно, много от них взяли другие художники. Абсолютно с вами согласна. Ну и почему мы все-таки обратились к искусству малых голландцев? Это не случайно, потому что выставка приурочена к открытию после реставрации здания галереи зарубежного искусства имени профессора, мецената Михаила Федоровича Габышева. Вот ровно 60 лет тому назад, в 1962 году, семья профессора Габышева подарила Якутии вот эту уникальную, особо ценную коллекцию западноевропейского искусства. А Михаил Федорович начинал эту коллекцию именно с малых голландцев. Он их очень любил и с таким азартом собирал. И как раз, вот, я думаю, получилась прекрасная экспозиция
богатая, насыщенная, интересная. И она уникальна тем, что, например, в нашей коллекции нет морского пейзажа, а вы его привезли, не один. И у нас представлена более богато, да, вот, выставка искусства Голландии. Ну, мне кажется, это вообще очень символично, понимаете, получилось, что действительно здание, да, которое посвящено представлению западноевропейской живописи, да, и увлечение, конечно, вот именно малыми голландцами Михаила Федоровича, да, и мы открываем, это еще символично, все именно выставка Голландии в Фландрии. Это такой замечательный посыл, что вот благодарность тем, кто сделал свой большой вклад в развитие вот искусства, да, Якутии, да, что сейчас вот это вот дело продолжает жить. И оно не просто продолжает жить, да, а прирастает, развивается вот благодаря вам, собственно, наследникам этого дела. И вот эта выставка, я говорю, что уникально соединила в себе вот эти замечательные поводы и открытия здания, вот, и выставки, и 100 лет и история, республики. и 100 лет республики, да, и, конечно, вот эта замечательная история, потому что сегодня, наверное, мало таких людей, кто готов жертвовать своей коллекцией и передавать в музей. Но такие примеры есть, и я думаю, пусть вот пример Михаила Федоровича тоже будет заразителен для многих, потому что, как я всегда говорю, музей — это на века, это то, что мы оставляем от нас, след такой в искусстве, да, который остается для наших, в общем-то, будущих поколений. Спасибо большое за очень интересный диалог, Алена Алексеевна. Приезжайте еще в Якутию. Ну и самое главное, мы скажем, наверное, нашим посетителям, что искусство Якутии будет широко, масштабно представлено в залах Приморской государственной картинной галереи в этом году в рамках 100-летия ЕССР. Ну, я тоже немножко добавлю, что мы очень с большим удовольствием и нетерпением ждем вашу выставку, потому что для нас искусство Якутии — это один из интереснейших, в общем-то, таких регионов в нашем отечественном искусстве, да, и, конечно, мы хотим увидеть, как оно развивалось, какие сегодня художники работают, многих мы знаем, вот, поэтому с нетерпением ждем открытия и уверены, что это будет, конечно, один из интереснейших проектов нашего 2022 года «Современное искусство Якутии во Владивостоке». Дорогие друзья, мы всегда рады видеть вас в наших залах. Приходите в музей, приходите на наши выставки. Мы ждем вас. До свидания. До новых встреч.